В Национальном центре медицины продолжают модернизацию оборудования. Сегодня, в День защиты детей, в учреждении открылось новое отделение, запущен новый томограф, появились дополнительные места в отделении интенсивной терапии новорожденных. Рассказывает Александр Лысак. С сегодняшнего дня маленькие якутяне с заболеваниями сердца смогут получать высокотехнологичную медпомощь. На базе педиатрического центра появилось полноценное отделение сердечно-сосудистой хирургии на 10 коек. Отметим, что раньше детей и взрослых лечили вместе, и врачи физически не могли помочь всем желающим. В основном лечили детей старшего возраста. Сейчас это отделение будет уже заниматься уже и новорожденными, и младенцами, и детьми более старшего возраста до 18 лет. Если у вас есть служба, которая выполняет операции детям с врожденными пороками сердца, это говорит о высочайшем уровне доверия, возможности обеспечения. Понимаете? Поэтому не каждый себе это может позволить. Далее состоялось открытие 3 дополнительных коек для выхаживания новорожденных и недоношенных детей. С надеждой светлую смотрю я на родимую Якутию. Это Аня Слепцова. У третьеклассницы день рождения, которого могло и не быть. Девочка появилась недоношенной, весом в 900 грамм. Сегодня Аня получила из рук руководителя администрации главы правительства Якутии Юрия Куприянова долгожданный подарок – роликовые коньки. Моя подруга, ее зовут Алиса. У нее тоже есть ролики, она хочет со мной покататься на улице. В 2007 году уровень младенческой смертности в Якутии составлял 10,6 промилле. Тогда, будучи зампредом по соцвопросам, Юрий Куприянов совместно с заместителем министра здравоохранения республики Людмилой Вербицкой разработали программу по снижению младенческой смертности. Инициативу поддержал Вячеслав Штыров. Сегодня у нас 6, если не ошибаюсь, 6,3 промилле. В целом по России 6,1. Мы стремимся к тому, чтобы среднерусские российские показатели для нашей Дальневосточной республики были тоже достижимы. Для Дальнего Востока мы передовые. Основное событие – это все-таки День защиты детей. И в этот праздник мы нашли себе возможности, силы для того, чтобы подарить нашим детям, нашим родителям надежду на то, что заболевший или недоношенный ребенок останется живым. Сегодня в День защиты детей запускается и кабинет магнитно-резонансной томографии. Современное оборудование компании Philips позволяет получать очень качественные изображения и определять метастазы на ранней стадии. Одним из главных преимуществ нового аппарата специалисты называют высокую производительность. Он может обслуживать на 30% больше пациентов. Теперь якутянам не придется выезжать за пределы республики, потому что появляется возможность диагностировать сложные заболевания здесь, в Якутске. С каждым годом технологичная медпомощь становится доступнее для жителей Якутии. Это благодаря не только квалифицированным кадрам и своевременному финансированию, но и пониманию со стороны республиканских властей. Ведь без поддержки подобные проекты так и остались бы нереализованы. Александр Лысак, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.